16 октября этого года он заявил, что никаких радиоактивных опасных захоронений на территории Ухтинского района и всей республики Коми не будет. Не будет. Наконец-то нас услышали. Для тех, кто еще не в курсе, дело в том, что этот данный полигон должен был находиться, дай бог, что его не будет, в самом, по оценке экспертов, в самом плохом месте. Ниже уровня воды 5-6 метров и между ручьями. Соответственно, понимаете, когда нефтеход у нас был, все, наверное, сейчас подумали и поняли, к чему могло вообще это привести. Но если нефть мы все видели, куда она шла, чего она шла, то радиацию в случае чего никто ничего и не увидит. И первым делом эта вся радиация пойдет в Ухтинский водозабор, соответственно, его никто закрывать не будет, потому что никто не будет в курсе. И все это пойдет на наши в чайники, в кастрюльки и так далее. И так далее. Дальше в реку Ижма и Печора. И я так думаю, что нам не стоит останавливаться на сборе подписей, а продолжать их собирать. Дело в том, что да, мы выиграли битву, мы не выиграли еще войну. Когда захоронят, дай бог, закроют всю радиацию в поселке Водном, тогда, наверное, можно будет и попраздновать. Как это вдруг из пальца высосанная практическая организация, регоператор, стала всем обещать, вывозить, перерабатывать со всей территории республики. И до сих пор из многих населенных пунктов они даже ни разу не появились. Хотя деньги они регулярно собирают со всех жителей. До сих пор они не ведут раздельный сбор мусора. Да, у нас стоят эти желтые контейнеры, но дальше толку какой с них, этих желтых контейнеров. И в наших тарифах входит уже раздельный сбор и сортировка этого мусора. Нигде у нас в Ухте и нигде по республике нет этих сортировочных пунктов. Сейчас жители Припечорья, Воркуты, Инты ни разу не видели представителей регоператоров. А, кстати, кто не знает, у нас уже у регоператоров целый совет директоров. Был один проходимец Киселев, бывший сотрудник ГИБДД, но не выдержал, сбежал. Сейчас у них 4 директора рулит этой глобальной организации. В том числе все практически ранее судимые проходимцы, которые были присосавшиеся к бюджету, они все сотрудники регоператора. Все помнят скандал с ОПС Гайзера, как у нас было много шума. Был такой руководитель службы по тарифам Перваков. Он уже отсидел, ну там практически не сидел, как считают люди. Сейчас этот Перваков тоже так же в руководстве регоператора в Ухте. Это у нас что, сборище жуликов. Все знают, тем более, что регоператор и управляющая компания Ухтажилфонда оформлены на подставных лиц. Фактически хозяева — это Габу и Вилядов. На них клейма уже нигде ставить. Все знают, что они украли, нанесли вред бюджету на многие сотни миллионов рублей. Но представители полиции здесь регулярно нас караулят, охраняют, штрафы выписывают. Габу и Улядова никто не трогает. У Улядова более сотни исполнительных производств на многие сотни миллионов. Он должен многим сотням людей только по зарплате. Но ничего, никто его, ни судебные приставы не трогают. Деньги выводятся. Территорию Водного необходимо реабилитировать от загрязнений радиоактивных. Это совершенно не так, потому что уже доказано и исследованиями документированными, да, то есть и изоляцией самого, да, хранилища, и нет повода вообще об этом даже говорить. И самое важное, что должны все понимать, и очень просим донести это до знакомых, да, что изоляция, если она требуется, она должна проводиться на местах нахождения. Таким образом мы застрахуемся и вообще будем нести эту идею, что все загрязненные почвы, загрязненные отходы радиоактивные должны изолироваться на местах их производства. Возможно, могут быть другие интересы, да, у правительства и так далее, но мы сохранили
возможность жизни, понимаете? Радиация грозила нам просто смертью. Это онкология. Я родом из Сосногорска, Лесная улица, дом 18, это второй дом от сажевого завода при въезде в город. В 20 лет я уже оказалась в онкоцентре. Слава богу, с доброкачественной опухолью, ее быстро удалили, но за 5 дней, которые я была там, я насмотрелась на каталки, да, по коридору с накрытыми простынями, и молодежь, и наслушалась. Я тогда подошла к лечащему врачу и сказала: если вы меня в ближайшее время не прооперируете, я не выдержу, я уйду отсюда. Это очень страшные вещи. Не дай бог кому-то с этим столкнуться. А естественно, причина всему этому – это экология. Да, они все говорят: а что вы хотите? У вас какая экология? И вот то, что будем ждать от господина Гапликова документ, подтверждающий, да, его заявление, причем решение, которое он объявил во всеуслышание и заявил о том, что соответствующий документ, подтверждающий это, будет в ближайшее время им подписан, это большая победа. Начиная с апреля месяца, еще в марте, в апреле месяце я не платил за эти твердые бытовые отходы. Причина стала то, что, придя в Коми-Энерго, мне сказали: извольте заплатить за вывоз мусора. На каком основании я должен вам платить? Вот мы там заключили договор с этим жилфондом, они нам дали договор, и мы будем снимать с вас плату. Когда я проверил свои платежки, оказалось, что декабрь и ноябрь прошлого года и жилфонд изволил с меня денежку взять за твердые отходы, и Коми-Энерго изволила взять деньги за это самое. Правда, я не там не заплатил, Дутеева. Но я, значит, в апреле месяце первый раз обратился в прокуратуру, на каком основании с меня берут деньги Коми-Энерго, какое отношение оно имеет к этому самому. Ой, оригинальный комбинатор, как они правильно называют его? И все-таки я правильно назвал. Оригинальный комбинатор, который, вот сказали уже, изволит быть промежуточным звеном, ни за что не отвечая, изволит собирать копеечку с нас. То есть с вас, я не плачу. Я трижды обратился в прокуратуру. На каком основании, все-таки, говорю, с меня берут деньги эти самые. Прокуратура, значит, Ростехнадзор проверит их действия, Ростехнадзор в течение 1,5 месяцев не изволило дать ответ. Согласно 59-му закону, они должны были оштрафовать. Но Нургазинов в прокуратуре пишет: а мы мы только наблюдать должны. Мы не контролируем ничего, ихнюю деятельность. Были уже 2 суда, которые, значит, там эти оригинальные комбинаторы так и не явились туда, на эти суды. Есть предпосылки, что все-таки цены вам снизят за этот вывоз мусора. Дело, когда я обратился, говорю, в Коми-Энерго, говорю: дайте расшифровку, откуда эти 129 рублей на человека написаны. Нет, идите в жилфонд. Прихожу в жилфонд. Дайте, скажите, на каком основании вы туда передали и за что вы берете эти сумму. Вот вывозят. Я говорю: кто вывозит? Спецавтодор. Пошел я в спецавтодор. Вы почему не вывозите? Покажите невывезенный мусор. А у нас бензина нет, нам не дает этот оператор, денег не дает. Понимаете, нет? И эта вот замкнутая цепочка привела к тому, что, говорю, уже этот самый Коми-Энерго, списки, как вот они были 17 лет назад, так они по этим старым спискам где-то. У людей в деревнях не брали за вывоз мусора. Теперь, значит, берут, а она говорит: за что вы берете? Дед 7 лет назад умер, а вы его сюда включили и забираете деньги. Люди, наверное, я грубо скажу, не платите вы за этот мусор, пока, значит, не установят нормальные тарифы. С кого можно спросить, почему контейнер не покрашенный, где эти контейнера, которые мне обещали, эти самые желтые контейнера, вот такие вот поставить. Значит, у нас 149 площадок мусорных, где собирают мусор. И только 59 таких вот желтых этих вот контейнеров. Вот мы сделаем.
Значит, дали буклет, на котором написано: вот будут у нас перерабатывающие заводы, будет специальный полигон. У нас уже этот полигон до такой степени загажен, что там, говорю, некуда совершенно вмещать. Делайте новый полигон. Вот мы соберем деньги. Возьми этот регулятор, кредит, или как это самое, построй, а потом мы тебе будем эти деньги возвращать. Нет. Значит, этот первый суд состоялся, говорю, это не явились. Я хочу вернуться к строительству так называемого ПЗРО и к тому, что у нас Сергей Анатольевич Гавликов молодец, что он все-таки на какой-то конец обратил внимание на эту проблему. Он что, вчера стал губернатором нашим? Нет. Он прекрасно знал от своего предшественника, как мы боролись и отстаивали, чтобы не строили ПЗРО. Все это он должен был знать. Тем более, вокруг него те же министры, те же работники. Но, видимо, не досуг. Так вот, я хочу сказать, что, знаете, вот у нас есть Росатом в нашем государстве. Мы гордимся, что у нас есть такая компания, потому что она делает атомные станции, она зарабатывает деньги. Ну так а в чем дело-то? Почему происходит такое, что вот мы здесь стоим и говорим об этом? Надо искать там, где это выгодно. Кому выгодно? Находится пара человек, которые хотят заработать на этом деньги. Все настолько просто. Меркантильность интересов превыше всего. Всем наплевать на других, на окружающих, на людей. И в основном это идет у нас от чиновников. Есть чиновники, которые вклиниваются, отстаивают интересы, но их мало. Правильно, вопросы по экологии поднимать необходимо. Но больше всего нужно понимать, что сам чиновник не уйдет. Что он будет делать? Он, представьте, сидит себе в аппарате министерства и делает такую отписочку. Да я не возражаю, но все нормально, но пусть рассмотрят. И так из года в год. И так из года в год. Везде, поверьте. Ведь мы, допустим, я предприниматель. Я тоже за то, чтобы наши люди, горожане, жили лучше. В чем дело? Почему же не дают? Не дают развиваться. Ну, то, что у нас забрали налоги, я не буду сейчас оспаривать. Как говорится, я не готов к этому. У нас составили налог на землю и подоходный налог. Да, мало для развития города. Очень мало. Надо развивать, надо давать деньги. У нас прямое руководство как бы через деньги. Когда мы выбираем людей, мы думаем, ну вдруг там нам центр что-то подкинет, поможет. Это очень тяжело, и это не совсем правильно. Я хочу призвать всех жителей города к тому, чтобы мы могли, как вот собрали вот эти 10 тысяч подписей, и по этим подписям мы собирались недавно у Османова и решали вопрос о встрече в Сыктывкаре. Так вот, собрали же ухтинцы 10 тысяч подписей. Нашлись эти 10 тысяч людей, которые, никого не побоявшись, взявшись ответственность на себя, поставили свою подпись. Молодцы. И там услышали. Я думаю, что вопрос этот о строительстве будет прекращен, но он будет постоянно лоббироваться вот такими пройдохами, кто захочет заработать деньги на этом. Всегда это будет. И всегда люди должны стоять и говорить: нет, мы не пустим сюда этих. Я бы назвал как их, ну как бы это не культурное слово. Вот. Но я, знаете, я оптимист по натуре. Я хочу как бы часть своего оптимизма передать всем жителям. Я хочу сказать, что все равно мы будем жить лучше. Спасибо. Хотела бы обратить внимание, несколько дней назад был убит медведь на территории Республики Коми, прямо в центре, не так, чтобы прям поздно ночью. Вот. Значит, в чем проблема? Ну, да, это все нехорошо. Медведи должны жить, ну, как бы не в городе, да, они пришли. Но я думаю, что если бы региональный оператор исполнял бы качественно и вовремя свои услуги, и контейнерные площадки не были бы настолько переполнены, вот, то такой бы ситуации не было.
не было бы безнадзорных собак, которые бесконечно раскидывают этот мусор и разворачивают и превращают город в свалку. Значит, по поводу регионального оператора. Контейнерные площадки, как говорил ранее наш товарищ, да, он говорил о том, что контейнерные площадки не установлены в тех местах, где они должны быть. Они не перенесены, допустим, на территорию более дальше, чем должны бы быть. Потому что когда ты выходишь и смотришь на эту помойку, которая в метре находится от тебя, и ребенку страшно вынести этот мусор, потому что он уже не знает, из него вылезет либо бешеная собака, либо вот этот вот медведь. Вот, то есть, что хочется. Если у вас есть проблема в контейнерных площадках, которые находятся, ну, вам казалось бы, слишком близко, да, и слишком опасно для ваших детей, мы бы просили вас о том, что напишите к нам обращение. Чем больше будет обращений, мы их соберем по темам, по улицам и сделаем конкретное обращение к местным органам самоуправления, о том, чтобы они повлияли все-таки на регионального оператора, который, я так понимаю, взял немножко самоотвод. То есть идет этот процесс, да, руководства мусором, как идет? Халатно, бесконтрольно. Все как бы успокоились, ой, все, вопрос решился, глава обещал. Слушайте, Ельцин обещал лечь на рельсы, Путин обещал нам 25 миллионов рабочих мест, Путин обещал нам благоденствие, Медведев обещает нам черт знает чего. День и ночь нам обещают. Год, 2, 5, 10. Много это самое выполнили из обещанного? Что-то я как-то вот сомневаюсь, что хоть 50% даже не выполнили. Если 10% выполнили чего-то, и то это самое. Дальше. Подписи замечательно. Собрали 10 тысяч, ура. Я вам даже другое скажу, что Гапликов даже не знает, где эти подписи. И вообще, где они находятся, потому что ему или не донесли, или он так говорит, что он не знает. Поэтому подписи это полумера, понимаете? Это полумера. Вы же помните, когда повышали пенсионный возраст, нашему гаранту Конституции принесли 1 миллион подписей. Еще раз говорю, в том числе и наши вот эти митинги, приезд депутатов заранее повлияло возможно, на то, что на решение как раз по этому ПЗРО, потому что мы сказали сразу, если вы начнете строить, мы сделаем вам второй ШИС, мы выведем туда людей, поставим палатки, будем там жить.